В Сыктывкаре стартовал 10-й Российско-финляндский культурный форум. Об этом мнение гостя международного собрания венгерского ученого-финно-угроведа Петра Домакаша. Здравствуйте, господин Домакаш. Здравствуйте. Скажите, вот вы участвовали практически во всех форумах. А вот чего вы ждете именно от этого форума? Но если говорим о всефинно-угорском конгрессе, там всегда огромные толпы участвуют. И очень много новых знакомств, дружбы в этих форумах появятся. И значение в том, что они инициаторы новых идеалов, новых целей, и появятся вообще гораздо больше новых и молодых людей на фоне. Когда мы начинали организовать эти конгрессы в 60-м году прошлого века, тогда в Венгрии, Финляндии и, может, в Советском Союзе были конгрессы. Но история так формировалась, что попозже появилась самостоятельная Эстония, и Советский конгресс выпал на несколько самостоятельных конгрессов для таких народов, которые стали в какой-то форме самостоятельными. В начале этого года вы передали в дар Республике Коми более 4000 книг. Уникальная коллекция, буквально сегодня вы ее презентовали. Вы знаете, я, можно сказать, что полвека работал в финно-угроведении. Когда я закончил университет, я занимался пермскими языками, потому что хорошо знал таких известных профессоров, как Фокош Фукс Давид. Ну, еще Ödön Beke, тоже известный, но он занимался марийским языком. Фокош Фукс так интересно говорил о коми языке, и он даже о коми фольклоре. И показал свои статьи, что он еще до Первой мировой войны лично был у коми, и здесь нашел настоящих поэтов, и еще узнал имя Ивана Куратова. О нем тоже сказал несколько слов, что я так думал, что с этим надо заниматься. Я был еще совсем молодой человек, я был недоволен тем, что всегда только о грамматике говорят, и сказал, что все эти языки живые языки, и говорят живые народы, и обязательно надо познакомиться с этими культурами. Был спор, но все-таки получил возможность выступать на первом конгрессе, составил мой доклад, читал, и после этого появился у меня довольно старый человек и сказал, что молодой человек, вы очень хороший доклад читал, я хочу вам помогать. Я Василий Ильич Лёткин. Огромный... Василий Ильич Лёткин, да? Лёткин, да, да. Писатель, поэт, лингвист, филолог. Такой интересной жизнью, чтобы об этом надо было бы роман писать. И после этого появилась его супруга. Она тоже сказала, я тоже помогу. И начинали так помогать, что послали мне книги систематически. Потом познакомили меня с своими товарищами по науке. И у меня появились новые друзья, можно сказать, из этих стран. Все больше и больше книги стали в моих полках. Многие сказали, что такой библиотеки нигде нет. Может быть, что много, что гораздо больше.
но такой цветной, такой не существует. И тогда больше и больше думал о том, что все-таки от начала до сегодняшнего дня больше всех из твоих друзей были коми. И так попал сюда, и уже до сих пор прекрасно сделали, систематизировали эти книги. И я вижу, что в очень хорошем месте. Недавно сказал мне один очень известный ученый из Сибири, что Петр самое хорошее место, где можно такую библиотеку представить, это именно Сыктывкар. Ну, от всего коми-народа я говорю вам спасибо. Спасибо, господин профессор, за интересный разговор и за интересную точку zрения. Rengeteg könyvem gyűlt össze, és azok közül talán a legértékesebb részt a komi anyag jelentette, és hosszú időn át a Komiföldről kerültek ki a legjobb barátaim és kollégáim, úgyhogy úgy láttam, hogy náluk van a legjobb helyen, ha a könyvek ide kerülnek. Ну, я думаю, мы еще встретимся. Да. Таково мнение о российско-финляндском культурном форуме и финно-угорской литературе венгерского ученого-финно-угроведа Петра Домакаша.